Во глубине сибирских руд храните гордое терпение, не пропадет ваш скорбный труд и дом высокое стремление. Эти строки поэт Александр Сергеевич Пушкин посвятил своим друзьям-декабристам. Последствия декабрьского восстания 1825 года были для участников довольно суровыми. 5 казнили, 121 человек отправили на каторгу и поселение в Сибирь. В Якутии срок наказания отбывали 10 политических ссыльных, в числе которых был Муравьев-Апостол. Матвей Иванович Муравьев-Апостол родился в 1793 году в Санкт-Петербурге в старинной дворянской семье. В детстве и юности вместе с братом Сергеем учился в частном пансионе в Париже. В возрасте 18 лет вступил в военную службу, участвовал в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах русской армии. За храбрость, проявленную в Бородинском сражении, Муравьев-Апостол был награжден солдатским Георгиевским крестом, продолжал военную службу до 1823 года, дослужился до звания подполковника. Он был одним из основателей первого тайного политического общества декабристов, был согласен на истребление императорской фамилии, вместе со своим братом участвовал в восстании Черниговского полка. В 1726 году братья были арестованы, Сергея Ивановича казнили, Матвей Иванович был приговорен в каторжную работу на 20 лет. Затем по личному распоряжению Николая I был отправлен на пожизненное поселение в Сибири. Проделав долгий и нелегкий путь, в январе 1728 года он прибыл в Вилюйск Якутской области и пробыл здесь 1,5 года. Из истории политической ссылки известно, что декабристы вели активную жизнь. Так Матвей Иванович вел записи, в которых описывал жизнь якутов. Он писал о якутах следующее. Они крайне правдивы и честны, лукавства у них нет и воровства они не знают. Открыл школу и обучал местных детей грамоте, хотя это не разрешалось властями. Он писал, по неимению в этой глуши часов пришлось придумать забавный способ для определения классного времени. Я над своей юртой выкидывал флаг, служивший знаком, что я жду своих учеников, и они на этот немой зов немедленно являлись со своей книгой. Желая быть полезным обществу, он первым в городе начал сажать картошку, построил якутскую юрту и содержал корову. Больше всего ему досаждали не зимние морозы, а комары летом. О якутской печи «Камелек» он писал: «Устройство это так разумно приспособлено к суровому климату, то есть северной широты, что в северной юрте не ощущал холода в самые жестокие морозы». Также из вилюйского периода ссылки Муравьева-Апостола наиболее интересен эпизод с передачей им своей юрты под больницу для прокаженных больных. Этот поступок свидетельствует о том, что декабристы мыслили основать здравоохранение на 3 началах, отраженных в их уставе: общедоступности, бесплатности и квалифицированности. В 1829 году по прошению сестры Муравьев-Апостол был переведен в Омскую область. Жизнедеятельность Полицильного в течение 1,5 лет его нахождения в Вилюйске говорит о его высоких моральных качествах, человечности и добросердечии. Декабристы, как передовые люди своего времени, оставили яркий след своего пребывания в Якутии, внесли свой вклад в развитие культуры народов Якутии.